Вы смотрите программу «Система взглядов». И сегодня у нас серьезный разговор с серьезным человеком. У нас в гостях министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Здравствуйте, Джамбулат Вахидович. Здравствуйте. Ну, вы знаете, первое, что хотелось бы понимать, конечно, это возможности возглавляемого вами министерства. Насколько сегодня развиты чеченские СМИ Чеченской Республики и каковы реальные возможности влиять на общественное мнение внутри региона и, конечно, за его пределами? Вы знаете, СМИ Чеченской Республики работают достаточно широко, потому что у нас есть как бы главный забойщик наших СМИ. Главный такой, знаете, в самом лучшем смысле этого слова, таран, который тащит нас за собой. Это Рамзан Ахматович Кадыров. Возьмите там блогерскую систему, да, возьмите, да вообще, каждое слово Рамзана Ахматовича это всегда информационный повод. А мы с вами, как люди, занятые в медийном пространстве, прекрасно понимаем, что самое главное это создать информационный повод. И вот этот повод начинает потом все далее обрастать разными пластами, да, как позитивными, так и негативными. Но наша задача, чтобы имидж Чеченской Республики, который напрямую связан с таким харизматичным лидером, как Рамзан Кадыров, был правильно воспринят, был правильно протранслирован, и чтобы это восприятие было спокойным, не было навязчивым. И нам многое удается благодаря нашим и печатным СМИ, и электронным СМИ, и нашим информационным агентствам. И в первую очередь отрадно как бы понимать тот факт, что в Чеченскую Республику все больше и больше приезжает туристов, приезжает ученых, приезжает просто доброхотов, приезжают людей, которые интересуются своей родиной, своими народами, культурами, да, какими-то отблесками разных цивилизаций, которые еще, как бы еще остались, традициями, обычаями. И нам очень удобно все это воспроизводить, скажем, в единстве нескольких ипостасей, коими являются, как мы с вами говорили, уже СМИ, национальная политика, ну, понятно, печать и информация. Информационная политика – это вот те ипостаси, из которых состоит наше министерство. Скажите, а в каком режиме сегодня работает Дом печати в Грозном? Удалось наладить работу после событий 2014 года? Да, дело в том, что я считаю, что те события, о которых вы говорите, это нападение на Грозный, нападение на сотрудников милиции, на мирных граждан, таким своеобразным апогеем противостояния идеологий, вот этой страшной схватки в ту ночь и великой победой благодаря Рамзану Кадырову, который вызвал террористов на разговор, несмотря на то, что они были окружены, несмотря на то, что они были обречены. Он говорил: я гарантирую вам свободу, если вы выйдете и докажете мне свою правоту. И вы знаете, когда они начали произносить аяты Корана, он их внимательно выслушал, эта запись есть, и просто спросил их: а дайте мне, вы можете дать тафсир, то есть толкование того, что вы только что сказали, кроме прямого текста коранического? Они ничего ответить не смогли. И тогда все исламское сообщество, и не только исламское, вообще человеческая цивилизация тогда поняла, что это была первая и достаточно ощутимая победа идеологии Рамзана Кадырова, идеологии противодействия террористической угрозе, террористической идеологии, вбросам, которые делались. И вот тогда впервые мы зафиксировали вот остановку вот этого оттока рекрутов в ряды ИГИЛ. Вот именно с этого момента, потому что многие задумались, многие поняли, многие осознали ту великую чудовищную ошибку, которую они могли бы совершить, влившись в ряды адских псов,
коими вот именно так пророк ислама Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, называет хариджитов, ну, они же террористы, крайней радикальной группировки. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что их нужно убивать там, где вы их встретите. Он говорил о том, что это самая большая опасность, которая призвана раздробить ислам на мелкие группы с целью дальнейшего уничтожения этой великой цивилизации, этой великой культуры. Джамбулат Вахидович, ну, насколько мне известно, вы недавно прилетели из Москвы. Что сегодня говорят о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове? О Рамзане Кадырове говорят постоянно и неустанно, потому что Рамзан Кадыров, с одной стороны, стоит на передовых позициях защиты государственных национальных интересов России в отношении так называемой постмодернистской, западной, либеральной, как угодно, псевдодемократической идеологии, а если сказать честнее, то технологии, которая разработана в соответствующих аналитических кулуарах западных спецслужб, для того, чтобы расчленить Россию по конфессиональным, да, и национальным квартирам, образно говоря. И Рамзан Кадыров – это тот человек, который пытается противостоять этому злу, с одной стороны. С другой стороны, Рамзан Ахматович, или Рамзан Хаджи в данном случае, это тот человек, который сегодня рассматривается всем мировым сообществом без исключения, как, ну, люди говорят, один из самых ярких. Я говорю, как самый яркий, это я говорю, как самый яркий лидер исламского мира, потому что, когда мы говорим «один из», нужно называть имена. И вот после того, как мы с вами скажем, ну, перечислите этих лидеров исламского мира, ну, не знаю, например, когда я говорю Рамзан Кадыров, дальше я даже не знаю, кого перечислить. Поэтому, ну, отдадим это на откуп людям, которые, наверное, более осведомлены в этих вопросах, чем я, хотя я профессиональный востоковед. Ну, может быть, есть еще какие-то лидеры, может быть, я о них не знаю. О Рамзане Кадырове не говорить невозможно. Рамзан Кадыров, помимо, скажем, той информационной войны, которую он, скажем, или, скажем, войны против информационных вбросов, которые ведутся против России и ее лидера, помимо этого он себя проявляет как великолепный хозяйственник, как великолепный финансист, как человек, который поднимает сельское хозяйство, образование, культуру Чеченской Республики, и делает это непосредственно собственными руками. Посмотрите, приезжайте в Грозный, тем более вы, как человек, который жили в Грозном, хорошо знаете, что еще недавно вот эти вот буреломы, которые были у нас по обе стороны, так сказать, дорог, да, сегодня превратились в прекрасные зеленые пашни, где мирно пасутся тучные стада крупнорогатого и мелкого скота, где растут разные сорта злаков, прекрасные вот сады Чечни, если помните, да, прекрасные сады, где растут, я не знаю, там, от персиков до яблок, от черешин, там, я не знаю, до там, шпанки, так называемого сорта вот этой вот вишни. Это прекрасный курортный кластер. Посмотрите, что сделано у нас в Ведучах. Да, посмотрите, как работают наши, скажем, коллективы нашей культуры. Да? Ансамбль «Войнах», ансамбль «Башлам», многие другие, которые, я думаю, вы видели это все своими глазами. У нас великолепно работает и радует нас и наших гостей оркестр, симфонический оркестр под руководством Хлебникова. У нас прекрасно, так сказать, проявляют себя оперные певцы, казалось бы, Чечня, да? Никто не знает, какие прекрасные у нас оперные певицы, как великолепно у нас играет оркестр русских народных инструментов. И все это не только вот для того, чтобы показать какую-то узкую сторону развития. Все это в совокупности показывает, что Чеченская Республика
Это тот край, где искусство мастеров ценится независимо от того, какой национальной культуре они принадлежат. Нам интересны калмыцкие песни и их творчество. Нам интересно, ну, само собой, русское народное творчество, русская народная культура, зодчество. То, чем я сегодня, приехав в Петербург, любуюсь, как бы, да, и радуется мое сердце, когда я гуляю по Сенной, гуляю по Невскому проспекту, когда я окидываю взглядом таинственные воды Невы, да, прогуливаясь по набережной, когда я смотрю на Зимний дворец, и передо мной буквально вереница великих исторических эпизодов, связанных с этим дворцом, с теми государями, которые из него правили, великим, мощным, совершенно необъятным пространством, которое называется Россией. Но все-таки меня вот общественное мнение интересует. Это вообще хорошо или плохо, что какие-то вещи говорят о Рамзане Кадырове, что вообще говорят? Вы знаете, с точки зрения чеченца и мусульманина, конечно, мне это нравиться никак не может, потому что ну, разные темы затрагивались, не будем мы скрывать, не будем делать вид, что ничего не произошло. И тема, так сказать, потеснения содомитов в Чеченской Республике, и тема пыток, и тема, так сказать, несправедливости какой-то там и так далее, и попытка связать там громкие убийства с именем Чеченской Республики, ее лидера, и какие-то нарушения прав человека и так далее. Вы знаете, при этом при всем никто не проводит аналогии тех событий, которые буквально параллельно вот с этой вот античеченской волной происходили, как то, например, гуманитарная миссия, которую каждый день, каждую ночь выполняет благотворительный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырова. Никто не заметил, что десятки тысяч сирийских школьников получили ручки, тетради, книжки. Никто не заметил, что десятки тысяч мусульман сегодня, да, получили, так сказать, я не знаю, там, сотни тонн грузов благотворительности, которые это продукты питания, это одежда, это многие другие предметы, самые необходимые предметы обихода для жизнедеятельности людей, которые волею судеб, да, волею вот такой вот трагедии великой, особенно жители Алеппо, которые выходили из этого горящего, разрушенного, уничтоженного террористами города, и вот выходя из этого города, они получали вот эту вот необходимую им помощь из нашего фонда. Мы его называем нашим, потому что действительно это фонд, куда делают свои вклады многие бизнесмены, которые работают с Чеченской Республикой, чеченцы этнические и не чеченцы, все те, которые поддерживают сегодня путь первого президента Чеченской Республики Ахмадхаджи Кадырова на возрождение, на созидание, на единение народов Чеченской Республики, на консолидацию всех разумных сил, прогрессивных сил человечества на борьбу против международного терроризма. Проблемы детства, проблемы материнства, многие другие социальные проблемы. И сегодня, к сожалению, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы Кадыров не был знаком Западу, чтобы Кадырова не знали на Востоке, чтобы Кадырова зашорили, чтобы любая информация, которая касается антитеррористической и созидательной деятельности нашего лидера, была вот каким-то образом запятнана, чтобы вот это великое коварство дьявола, когда главное подменяется второстепенным, чтобы вот это коварство было по отношению к тому, что делается в Чеченской Республике, к нашему народу. Поэтому вот те темы, о которых вы говорили, которые мы затрагивали в Москве, вы знаете, я вам так скажу, я был на «Эхе Москвы», да, и общался там с Алексеем Венедиктовым. Я был на РБК с Павлом Селиным, я был в Царьграде, я был на многих других каналах. Я записывался с Женей Примаковым, моим другом, который ведет международную панораму на «Россия-24». В принципе, это
первый такой мой марш-бросок, назовем его так, да, в медийное пространство России, не для того, чтобы кого-то там переубедить, не для того, чтобы с кем-то скандалить, ссориться, показать свои риторские способности, там, ораторские чудеса какие-то. Нет. Да хватит уже пиарить-то себя-то, в общем-то, да, у нас есть какие-то общие наши задачи, задачи Родины. Давайте возвращать эти слова, они почему-то, вот это все как-то почему-то утеряно, я не знаю, вот Родина, патриотизм, это ведь так нам присуще, это ведь все настолько нас роднит, это настолько все наше, да, и если мы вот эту теплоту, если мы эту сердечность, если вот русский народ, да, если это все будет потеряно, как мы с вами объединим народы, как мы построим, как мы дальше будем развивать это государство, которое, начиная с Киево-Новгородской Руси и заканчивая нынешними реалиями нашего государственного бытия, да, полностью строилось на вот пьедестале содружества народов и наций, конфессий и идей, цивилизаций и культур. Москва, вот те люди, которые говорят, Россия для русских, там, да, там, Кабарда для кабардинцев, я не знаю, Чечня для чеченцев, там, Якутия для там, якутов и так далее. Приезжайте в Москву просто и пройдитесь по Ордынке, пройдитесь по Большой Татарской, зайдите на Арбат. А Арбат – это арабская, мусульманская слобода, самый центр города Москвы. Кто-нибудь над этим задумался? Нет, никто не задумался. И вспомните, почему такое великое доверие было у собирателей земель русских Ивана Грозного, который, отправляясь в Александровскую слободу, вместо себя оставил кого? Сына Касимского хана Симеона Бекбулатовича. Да? Кто тогда, так сказать, в то время спасал от смуты Россию? Почему не упоминаются такие, так сказать, фамилии, как Черкасский, например, да? Которые также саблею добывали независимость своей родины рядом с Мининым и Пожарским в начале 17 века. Поэтому я считаю, что вот Рамзан Кадыров и вот та история, которая, начиная с 23 марта 2003 года, абсолютно и полностью развернулась в сторону России, истории чеченского народа, когда чеченцы сотнями лет, не имея ни единого лидера, ни единства вообще, так сказать, вот в своем социуме, в своем народе, которые не знали, в какую сторону, вот какая политическая или геополитическая, как хотите, должна быть ориентация у этого народа, да? Либо под знаменами Шамиля умирать, либо под знаменами царя, либо к персам, либо к туркам. То есть вот это вот все это происходило, и не было человека, который мог сказать. Вы знаете, вот вплоть до, был у нас такой духовный учитель, шейх Кунтахаджи, Уэли Тайвельсон, который остановил вот это человекоубийство в середине, во второй половине XIX века. И вот как бы он выполнил роль мессии, спасителя чеченского народа тогда, когда он сказал, что не стоит эта война такой большой крови, остановитесь. И после этого вот его духовным наследником в итоге уже в начале второго тысячелетия, да, в начале века этим человеком стал вот такой глыбой, которая защитила нас от гуманитарной катастрофы, таким человеком стал Ахмад Хаджи Кадыров. Вот этот человек положил начало новой Чеченской республики и, поверьте мне, новой России. С вами очень интересно беседовать, но время нашей программы несколько ограничено. Мы продолжим наш разговор в нашем следующем выпуске. На этом я с вами прощаюсь. Я Сергей Иванов. Всего доброго.